скорый, да? После скорого рассказать. Всем привет! Давайте я сейчас себе маску выберу. Я извиняюсь, что немножко на 4 минуты позже зашла в эфир. У нас сегодня будет прямой эфир совместно со страницей Денсулух KG с педиатром. Сейчас к нам присоединится врач. Мы там. Мы ждем, чтобы присоединилась страница Денсулух KG. Всем привет! Кто только присоединяется. Здравствуйте. 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 Извиняюсь, что заставила ждать. Да нет, нормально все. Давайте, наверное, начнем вопросы, которые ранее были нам уже присланы. Давайте я озвучу. Зачем нужны прививки и насколько необходимо их все-таки получать? Ну, во-первых, вы видите даже на простом примере, я вам даже нашу ситуацию сейчас в пандемии, да, с коронавирусом, мы прям все сейчас мечтаем, чтобы это все закончилось, и это может закончиться именно с появлением вакцинации, да, то есть если появится вакцина, и это будет защитой для того, чтобы мы не заболели этой инфекцией, там, потому что кому-то повезет, он выйдет легко из этой инфекции, кому-то не повезет, и это может быть угрозой очень таких осложнений, не очень-то хороших. Вот, поэтому и эти прививки были созданы именно от особо опасных инфекций, которые могут привести к летальному исходу. Во-первых, ребенок рождается, ему делают БЦЖ от туберкулеза, да? Потом ему делают прививку от вирусного гепатита. Это очень такое заболевание, от которых многие погибают, и осложнение – это цирроз печени. Затем АКДС, вы знаете, это вакцина от столбняка, от дифтерии, да? От коклюша. Дальше мы сейчас гемофильную палочку, от которой умирают от очень сложных менингитов, от пневмовакцины. Дети у нас очень высокая летальность от тяжелых пневмоний. Поэтому все эти вакцины для того, чтобы предупредить заражение вот этими особо опасными инфекциями, которые могут привести к летальному исходу. Поэтому прививок не надо бояться. Прививки всем подряд мы не делаем. Иногда это обязательно после осмотра педиатра. Прививки, конечно, охват должен быть 100%, но иногда с отсрочкой, в зависимости от состояния здоровья. Медотвод может быть. Тут спрашивают, с какого возраста можно начать ребенку давать воду? Воду? Вообще, мы раньше когда-то при Советском Союзе говорили, давайте воду, но сейчас на самом деле, если ребенок на грудном вскармливании,
то его не надо поить дополнительно водой, потому что он жидкости получает с грудным молоком. Вот когда уже до 6 месяцев и после 6 месяцев, когда начинает уже вводиться прикорм, тогда можно давать и водичку, и соки, там, все, что необходимо. Еще был вопрос, почему возникают колики у детей, и как ребенку можно помочь в этот момент? У всех ли они бывают? Ну, давайте начнем с того, что колики, они начинаются где-то чаще всего, ближе к 2 месяцам, 1,5 месяца, 2-3 месяца. И когда иногда родители обращаются к нам, мы говорим, мы вас поздравляем, вы вступили в период колик, младенческих колик. Колики не обязательно, чтобы они были у всех маленьких пациентов, но чаще всего они их беспокоят. И беспокоит почему? Во-первых, незрелость ферментативной функции у ребенка, да, становление всех функций кишечной, всех клеток. Поэтому эти колики, они физиологически возможны. Да? Но другое дело, что не надо бояться колик, но иногда они очень сильно беспокоят ребенка, а параллельно очень сильно наши мамы в панике. Поэтому, когда колики, просто необходимо помочь ребенку вовремя, дать. У нас сейчас в современном мире это все возможно. Если мы раньше говорили, и сейчас это можно делать, погладить пеленочку, приложить к животику, выложить ребенка на этот животик для того, чтобы при дыхании это было естественное движение живота и как естественный массаж был. Ножки подсучивать, да, зарядку делать в форме велосипеда, как бы на велосипеде едут такие движения. Массаж живота по часовой стрелке. Ну и сейчас в современном мире есть такие препараты, да, как препарат Баботик, да, Симитикон. Он абсолютно, именно когда колики начинаются, в основном колики у детей появляются из-за повышенного газообразования, да. И вот этот Симитикон Баботик, как только даете, он должен помочь буквально быстро. Потому что я давала сыну тоже. Как пеногаситель работает, он сразу вот эти пузырьки растворяет. И что хорошо, вот этот препарат, он не всасывается в кишечник, кровь не всасывается. Он проходит через кишечник, разрушает эти газовые пузыри и выходит в неизменном виде. Вот. Поэтому такой препарат мы рекомендуем детям, но его не обязательно давать планово. И именно вот когда колики начинают беспокоить, необходимо дать. Если у ребенка после Баботика, значит причина колик совершенно другая, да? Это может быть незрелость всех систем. Поэтому обязательно необходимо обратиться в таком случае к врачу, да, выяснить причину. Тут вот спрашивают, КДС бывает французский и индийский, верно? Французский и индийский, какой верно? Мы делали архивизмию, ребенок очень плакал, температура повысилась сильно, пишет. Не поняла, еще вопрос, можно повторить? Спрашивают, КДС бывает французский и индийский, да? Какой нужно делать? Ну, во-первых, КДС французский или индийский я не могу, никто у нас, в принципе, в стране не выбирает. Вот мама приходит и говорит, сделайте мне КДС. То, что обеспечили наши больницы вакцинами, этими вакцинами и делаются. Но не надо бояться, что это французский или индийский, по крайней мере, они проходят сертификацию и обязательно проверяются. То есть, что попало, наша страна тоже не берет. Не колет, да. Поэтому спокойно идите в поликлиниках за то, чтобы правильно сделать вакцину, и за качество вакцины они должны отвечать. Так что... Тут еще вопрос. Здравствуйте. Можно ли давать кальций, если родничок большой? Если родничок большой, это или маленький родничок, в общем-то, это не показание для того, чтобы давать именно кальций.
Во-первых, чтобы кальций всосался, кальций может поступать ребенку и с грудным молоком, да, если он на искусственном вскармливании и с искусственной смесью, и постарше детям. Самое главное, что у человека, у маленьких детей, даже и у взрослых, да, все это будет зависеть от наличия в организме витамина D, который образуется в организме, естественно, под лучами солнца, да, то есть под ультрафиолетовыми лучами. Если этого не происходит, тогда, пожалуйста, у нас, я же говорю, современный мир, да, есть прекрасное сейчас лекарство Аквадетрим, мицеллированная вода. В наши годы мы именно масляные растворы давали, потому что это действительно жирорастворимый раствор, это было таким условием у нас. Ну а сейчас это мицеллированная вода, она спокойно дается. Есть профилактические дозы, есть лечебные дозы в зависимости от того, как протекает. Вы знаете, да, что у детей, особенно у детей, выражен рахит, да, когда нехватка идет витамина D, это кальций-фосфоровый обмен. И пока витамина D нет в организме в нужном количестве, хоть сколько можно выпить кальция, он не всосется в организме. Поэтому подумайте о том, что необходимо прежде всего восполнить у ребенка витамин D, хотя бы в профилактических дозах, да, по одной капле 500 тысяч единиц один раз в день. Сейчас, да, в период карантина, и вот сейчас, в принципе, дети много не гуляют под солнцем, чтобы достаточно образовался витамин С, да, витамин D, поэтому можно, в принципе, мы рекомендуем и в июне давать, и, конечно, мы рекомендуем почаще сейчас летом гулять на солнышке, то есть не в одетые, такие не закутанные, чтобы все-таки в шортиках, в маечках, если это возможно, чтобы ребенок, и, конечно, мы не рекомендуем именно под солнцем не стоять, а в тенечке, то есть ультрафиолетовые лучи, они найдут вас, и тогда будет образовываться витамин D. Тут еще вопрос, можно ли ставить прививку от гриппа сейчас, в данное время? Ну, я думаю, что именно сейчас прививку от гриппа вряд ли стоит делать, потому что вообще грипп это тоже сезонное вирусное заболевание. Оно, в принципе, где-то может начаться в ноябре, в декабре. Вот в прошлом году у нас в декабре началось. И за 2 месяца вперед, где-то в сентябре вы можете уже сделать эти прививки. Вот еще вопрос у нас. Ребенку 1,5 месяца. Беспокоят запоры постоянные. Что можно давать? Пробиотики пробовали уже, пишут. Вот дело в том, что это часто такой задаваемый вопрос. Почему запоры? Во-первых, надо выяснить, какое питание у ребенка. Грудное или искусственное? Да? Он искусственник? Нет, тут не написано. Ну, вот это надо выяснить. Если это грудное вскармливание, значит, надо проследить за питанием матери. Запоры, конечно, мы сейчас можем ему перечислить очень много факторов, чтобы ребенок нормально, уже выражаясь, там, сходил в туалет по-большому, да, вот, какие можно средства применить. Но самое основное – это питание матери. То есть мама должна в питании своем, вот как у матери, часто еще бывает, что когда у ребенка запор, и у матери такие же симптомы можно наблюдать. То есть мама должна в свой рацион питания обязательно густую пищу. Я знаю, что многие после того, как родят ребенка, они хотят на такую гипоаллергенную, обезжиренную диету сесть, да, и в основном жидкую пищу едят. Здесь надо, конечно, и густую пищу, там, гречневые каши, да, можно нежирные такие плов, да, вот нежирные, и дым-дома, вот сейчас овощи, фрукты много тоже нельзя, у ребенка может газообразование случиться. И, конечно, мамам рекомендуем, что белый свежий хлеб, не только белый и серый, не надо есть в свежем виде, потому что там есть клейковина, да, его надо чуть-чуть подсушивать. Если мама сама себе хорошее питание обеспечит, то у ребенка тоже, в принципе, все должно случиться нормально. Ну и, конечно, если вы приобретали там пробиотики,
пробиотики сейчас тоже очень разные, их очень много. Есть пробиотики, пребиотики. Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые нужны нашему организму, вы хотите их восполнить. Пребиотики – это питание для живых микроорганизмов. Поэтому то, что вы дали пробиотики, это еще не значит, какие пробиотики вы дали с уровнем доказательности или нет. Они действительно начали работать в кишечнике у ребенка. Сейчас вот в нашем современном мире все-таки мы пользуемся такими пробиотиками и пребиотиками, которые называются симбиотики. То есть там есть и живые микроорганизмы, и есть питание для этих живых микроорганизмов, чтобы они, как попали в кишечник, начали колонизироваться и заселять кишечник. Какие препараты у нас сейчас есть с уровнем доказательности? Мы говорим, то есть они доказаны, они выделены из этого кишечника человека, то есть они в норме должны существовать там. Это у нас нормобакт L, да? Это там содержится лактобациллус GG. Ну, GG это две буквы, это тех авторов, которые нашли этот препарат. И поэтому, когда мы даем симбиотик, это намного лучше, да? Маленькому ребенку можно этот симбиотик, в принципе, одну пачку растворить или в грудном молоке, полпачки в грудном молоке и дать 2 раза в день. И ничего там плохого или побочных эффектов не будет, да, но заселить кишечник, в принципе, нужно будет хорошими, мы говорим, благородными микробами. Тут еще спрашивают, какие витамины можно давать для повышения аппетита детям от года? Ну, вы знаете, дело в том, что повышение аппетита – это же очень такое понятие, да, или ребенок выбирает пищу, то есть ему что-то нравится, что-то не нравится, или он болеет чем-то, да, и у него нет аппетита, да. Но, скорее всего, этот вопрос касается того, что ребенок мало ест. Я у вас уверяю, когда он вырастет, у него он будет очень хорошо выбирать еду, а так как он маленький, он не может вам сказать, что он хочет. Он ест то, что вы ему даете, да? Многие сейчас взрослые, когда им дают кашу, говорят, не буду есть, это травма детства. Вот. Ну, давайте исходить из того, что надо давать, конечно, для повышения аппетита такие препараты, которые бы пользу оказывали, да? Не оказывали вред. Поэтому мы можем выбрать витамин С, который содержится, да, вот, который повышает не только иммунитет, он может повышать и аппетит тоже. И кроме того, что... Цивикап, да, например? Да, цивикап. Цивикап, он очень удобный препарат в жидком виде, не вызывает аллергию. Буквально наши детки маленькие к нам приходят, мы назначаем, мы уже видим эффект. И самое главное, для нас это удобно, что мы назначаем препарат без каких-либо побочных эффектов, и кроме того, что мы повышаем иммунитет. И аппетит тоже. Цивикап, он содержит витамин С. Пожалуйста, без рецептов можете приобрести. Тут просят рассказать немного про желтушность. Желтушность, вообще у ребенка есть физиологическая желтуха, есть патологическая желтуха. Когда ребенок рождается, да, у него, почему мы говорим, что должен наблюдать неонатолог, да, вот это 28 дней, это как раз период, когда назначают, наблюдают за маленькими детьми неонатологи. Физиологическая желтушка, она проходит сама по себе, да, уже через неделю, 2 недели ее уже не видно. Но когда эта желтушка сохраняется, срочно надо обратиться к врачу-педиатру, да, потому что когда желтушка, она выражена, мы даже смотрим, у нас есть специальная шкала, да, и особенно если желтушка выражена на ладошках, на пятках, это такой сигнал, что срочно надо показаться к врачу и вовремя избавиться, то есть вылечить, пролечить эту желтуху, потому что это очень важно, и если эту желтушку, которая задержалась у ребенка, да, и остается выраженной, вовремя не вылечить, это очень не очень-то хорошие последствия для ребенка, именно для мозга ребенка.
Тут еще спрашивают, можно ли проторголом лечить насморк у детей? Проторгол? Да. Проторголом, да? Ага. Ну, проторгол это хорошее лекарство, но дело в том, что, видите, чтобы насморк лечить, много факторов есть. Или это заложенное с носа, да, или это просто-напросто как как антисептик, да. Поэтому проторгол можно лечить, если нет аллергии у ребенка. Если нет аллергии у ребенка, проторголом можно лечить. Но если у ребенка, я говорю о старших детях, то, конечно, там сосудосуживающие сначала надо прокапать, чтобы раскрыть сосуды, да, чтобы нос задышал. После сосудосуживающих физраствором промыть нос, хорошенько прочистить, сделать туалет носа и только потом закапать проторгол. И проследить. Если начинается после проторгола кашель, то его срочно надо отменить. Если нет, то можно. Был еще вопрос, в каком возрасте лучше всего отвечать от подгузников и приучать к горшку? Вот этот вопрос от подгузников и горшку, это такой вопрос чисто индивидуально. Вот, допустим, многие говорят, да, подгузники очень вредны. Нет, конечно, в принципе, говорят, что что при подгузниках, когда используешь подгузники, повышается температура. Ну, знаете, организм ребенка и организм человека сам по себе свою терморегуляцию сохраняет, да, если в норме. То есть мы можем отдать вовремя тепло, нету таких противопоказаний для подгузников. И каждый ребенок, в принципе, зависит от воспитания, как мама отучит его от подгузников. Вот, например, взять моих детей, я уже просто злилась, когда мой сын уже в 6-6 месяцев, он ночью вообще не хотел в эти подгузники ходить, пока я его над горшком не подержу, потому что я его приучила к этому. То есть я не помню, что у меня вот 2 детей, чтобы они у меня когда-то в штаны сходили по-большому или в подгузник даже. То есть я их всегда над горшком держала, и они привыкли к этой сухости. Дочка в 9 месяцев сама отказалась от подгузников, то есть не захотела туда. Я говорю, дети как дети ходят в подгузники, а эти ночью, пока я их над горшком не подержу, они не засыпали. Поэтому зависит от той дисциплины, от тех привычек, к которым приучит мать. Если матери удобно вот так, чтобы все время в подгузнике, и ребенок тоже приучается к этим подгузникам, и может до 2-3 лет, вот даже за рубежом были публикации, до 5 лет, конечно, этого не стоит делать. Чем раньше вы отучите от подгузников, тем лучше вот, для ребенка. Еще был вопрос, можно ли сбивать вообще вот жар? Жар, да, температуру. Вообще температура на самом деле это защитная реакция организма на воздействие какого-то инфекционного фактора, да, будь это вирусы или бактерии. И поэтому температура это нужна, да, вот от слова защита, да, это самозащита. Поэтому есть определенные такие границы высокой температуры, когда мы должны сбивать, а когда мы должны просто отпаивать, да. По стандартам у нас, да, которые дает ВОЗ, мы должны у таких детей, у которых не хроники, у которых нет какой-то врожденной патологии, температуру сбивать именно когда она достигает 38,5 и выше, да. Вот. Но надо иметь в виду, что не все дети эту температуру, конечно, переносят. Есть дети с врожденными пороками развития, есть дети с неврологией, да, есть дети, которые не выдерживают температуру 37,5, дают фибрильные судороги. Тогда мы, конечно, сбиваем эту температуру и раньше детям. Вот. Но хотелось бы сказать, что когда вы терпите, ребенок терпит температуру,
температуру до 38-38,5, необходимо помочь ребенку отдать вот это тепло лишнее, которое есть в организме. Дети очень хорошо, у них теплоотдача очень хорошая, поэтому ребенка достаточно раздеть. Оставить в трусиках, да, прикрыть немножко животик, чтобы пожалеть его животик, как у кыргызов говорят, джель тибесим. И вот и оставить ребенка буквально раскрытым и начинать отпаивать. Вот. А если температура стремительно поднимается, то, конечно, высокая температура, она чревата очень нехорошими осложнениями. Это и на сосуды сердца, и на сосуды мозга. Поэтому есть у нас лекарственные препараты. По стандарту назначаются парацетамол и ибупрофен. Но хотелось бы сказать, что нашим деткам, конечно, очень хорошо давать ибупрофен, потому что он обладает плюс как жаропонижающим эффектом, да, плюс обезболивающим. Он еще обладает противовоспалительным эффектом, что очень хорошо воздействует при вирусных воспалительных заболеваниях, да, при бактериальных. Оно как бы как помощь в лечении идет, не только как жаропонижающий, как противовоспалительный. Поэтому у нас тоже сейчас прекрасно есть ибуфен в разных дозировках, без сахара, не вызывает аллергию. И прям в инструкции написано, поскольку давать в зависимости от веса. Абсолютно безопасный препарат. Но надо иметь в виду, что не надо его давать каждый час, каждые 2, каждые 3. Надо выдерживать минимум это 4 часа, а так каждые 4-6 часов. Да? И для того, чтобы ибуфен жаропонижающий начал работать, если вы не будете отпаивать ребенка, хоть упейтесь этими препаратами, температура будет падать очень слабо. Поэтому вы должны помочь работать как препарату, так и, как я вам сказала, отпаивать начинать ребенка. Некоторые мамы у нас есть капризные, он не пьет. Он не пьет. Пожалуйста, отпаивайте по пол чайной ложки, по чайной ложке. И дайте препарат. И еще раз хотелось бы сказать, что многие, дав препарат, вот тот же ибуфен, да, который мы говорим, что очень это хорошо снижает и противовоспалительным эффектом обладает. Все ждут, что через 5 минут уже температура должна как бы уйти. Температуру ждите. Температура, она спадает на 1 градус в течение полчаса. Вот. И это очень хорошо, потому что резкое падение температуры чревато не очень-то хорошими последствиями. Поэтому надо иметь терпение. Тут еще выше был вопрос. Год и месяц, и у него не растут волосы сзади. Что нужно делать? Ну, волосы не растут сзади, это как раз-таки проявление рахита. Это у многих детей, это подострое течение рахита, они вот головой все время трутся, и поэтому у них волосы там выпадают. Ничего страшного, все это отрастет, вырастет. Главное, я уже сказала, вовремя дать витамин D. Да? У нас есть АКВА-D3, абсолютно безопасный препарат. Тут аналогичный вопрос. Пятимесячный ребенок. Педиатр прописал ему по 4 капли акварима при рахите. После ребенок начал сильно капризничать. Что можно сделать? Сколько, 5-месячный? Да, 5 месяцев. Да, 5 месяцев по 4 капли. Рахит у них. Ну, видите, по 4 капли, возможно, это и много было для этого ребенка. Я прям не уверена, что сейчас у нас такие формы рахита есть, когда 2-я, 3-я степень. Мы видим острый рахит в этом возрасте, поэтому достаточно можно было и по 2 капли дать ребенку. Вероятно, это была большая доза. Поэтому капризы, да? Поэтому капризы, да? Да. Сейчас вы можете по 1 капельке давать достаточно. Не надо, во-первых, да, АКВА-D3 очень хороший препарат. Мы говорим без побочных эффектов, но гипервитаминоз витамином D тоже противопоказано. Там есть тоже не очень-то хорошие последствия. Возможно, ребенок молодец, среагировал вовремя на более большую дозу. Поэтому надо просто уменьшить дозу до 1 капли в день и достаточно.
Тут вот еще вопрос у нас. Тут вот еще Здравствуйте, вопрос. сдали кал на Здравствуйте, капрологию. сдали кал на капрологию. Присутствуют мышечные Присутствуют волокна мышечные неизменные. волокна, Растительная неизменные. клетчатка Растительная клетчатка неперевариваемая. неперевариваемая. Ага. Или непереваренная. Ага. Ничего страшного в этом анализе нет, абсолютно. И этот анализ ни о чем не говорит, что у ребенка какая-то сильная патология. Вот. Растительная клетчатка неперевариваемая часто находится. Вот насчет мышечных волокон, но они могут потом пересдать этот анализ, вот, привести в порядок кишечник, в зависимости, если там какая-то дисфункция есть. Ничего страшного я не вижу в этом анализе, его надо просто пересдать. Еще вот уже лето, время острых кишечных инфекций. Как предотвратить, какие рекомендации можете дать мамочкам? Очень хорошая рекомендация, когда у нас был карантин и все мыли руки, резко сократилось количество диарей у детей. Вот эта рекомендация, от которой как мы сохраняемся от коронавирусной инфекции, вот эти рекомендации надо соблюдать. Постоянно ручки мыть, как ребенку, так и матери. Гигиену, да? Вообще диарея, это болезнь грязных рук называется. Это тоже 80-90% это вирусные этиологии. А маленькие детки, вы знаете, это же детки, они ручки все время в рот тянут. Поэтому маленьким деткам надо ручки все время мыть, в чистоте держать, игрушки, которыми ребенок играет, постоянно кипятком обрабатывать и следить за чистотой. Вот и все. А что делать при высыпаниях у ребенка? Ну, это такой общий вопрос высыпания. Высыпания тоже разные бывают. Есть аллергического характера, есть опрелости, есть после подгузников или после потливости у ребенка. Да? Вот, это надо выяснять причину. Если часто у детей, вот, если вот долго не купать, да, или подгузники они одевают, да, есть высыпание в области подмышек, шеи, это опрелости называется. Естественные складки, да? Да, в естественном складе. После подгузников тоже часто вот у нас есть мамы, которые не дают отдыхать детям, прям они все время в подгузниках. Надо, конечно, подгузники очень хорошо и удобно, но детям надо давать отдыхать, чтобы кожа подышала немножко. Одевайте подгузники, когда вам это необходимо, когда вы ходите куда-то на улицу или ночью, или ребенок, чтобы поспал спокойно. В остальное время дайте отдохнуть. И прекрасно сейчас, вот я же говорю, современный мир, у нас этого не было. Мы растительным маслом его стерилизовали, потом обрабатывали. Сейчас прекрасно есть мазь Пантодерм, которая прекрасно помогает от опрелости. Пожалуйста, пользуйтесь. Во-первых, надо вовремя подмыть ребенка, обсушить кожу, и потом пантодермом тонким слоем намазать, и, пожалуйста, он будет, во-первых, и излечивать от этих опрелостей, и защищать, чтобы этих опрелостей не было. Можно и на шее намазать, и где, естественно, складки, это же тоже, они закрывают часть кожи, да, где воздух не попадает. Пожалуйста, мажьте на любой участок кожи. Прекрасное средство. Тут еще у нас вопрос от мамочки. Ребенку 2 месяца в данный момент. Он гриппует. Что можно давать? Вот слово гриппоид, я так поняла, что у ребенка простуда, да, 2 месяца. Ну, во-первых, таких 2-месячных детей у нас строгое показание, чтобы педиатр посмотрел. Это вот такой возраст, такой, скажем, для педиатров опасно. И обязательно нужно показать педиатру самостоятельно, абсолютно не лечить. Что вам нужно в данный момент делать? Это измерить температуру, носик можно физраствором закапать, да, и носик почистить, хорошенько
сделать туалет носа. Это тоже целое искусство. И тоже, опять-таки, у нас современный мир, когда аспираторы в аптеках продают прекрасные, да, для того, чтобы сделать санацию у ребенка носа. И отпаивать, если есть температура. И обязательно вызвать педиатра. Обязательно, чтобы исключить там какие-то осложнения. Вот еще у нас вопрос. Ребенку 11 месяцев. В течение этого времени уже 4 раза переболел ангиной. И можно ли герпесной ангиной от него избавиться? Да, связь. поняла. Это связь. Ну, это очень плохо, что в 11 месяцев ребенок переболел герпесной ангиной. Это надо искать причину. Это обязательно какой-то член семьи, то есть более взрослые. Это или мама, или папа, или бабушка, или дедушка. Они носят этот герпес и заражают данного ребенка. Вот, да. Ну, во-первых, правильно говорят, что ребенок не должен находиться и спать ночью с родителями. Мы раньше все удивлялись, как это аристократы или французы, детей отдельно. Оказывается, это все правильно. То есть, находясь рядом с матерью, да, маме это удобно, ночью грудь дала быстро. Ребенок заражается и от папы, и от мамы. Поэтому необходимо ребенка отделить чуть-чуть подальше от себя, хотя бы в детскую кроватку. И прежде всего санировать взрослых. Герпетическую инфекцию можно вылечить. Лечение прекрасно есть, но, говоря о герпесе, он у нас у всех есть. Вот у всех, если проверить, это в норме, он содержится у нас в слизистой, прекрасно. Единственное, что мы, когда у нас иммунитет снижается, да, или какая-то стрессовая ситуация, этот герпес может дать о себе знать, да, это в самом легком случае. Но если герпетическая вот эта инфекция, она такая хроническая, иммунитет снижен, то, конечно, обязательно обратитесь к врачу, есть прекрасная схема лечения герпетической инфекции. И это вылечивается. И у ребенка обязательно, пока вы не вылечите себя, взрослые, да, то у ребенка это будет повторяться вновь и вновь. Вот еще вопрос, правда, возраст ребенка не указали. Моя дочка часто потеет летом и зимой. Как могу помочь, спрашивает мама. Моя дочка болеет летом и зимой? Потеет. Потеет. А сколько ребенку-то вот лет? Возраст не написали. Ну, во-первых, потливость – это признак многих как таких состояний, как заболеваний, так и таких состояний, которые мы говорим при рахите, да, может быть потливость. Еще вегетатики, в зависимости от нервной системы, что преобладает у ребенка. Если он вегетатик, да, то есть зависит от состояния вегетативной нервной системы. Такие дети потеют, да, даже взрослые люди потеют. Ладошки, да, поэтому здесь надо дифференцировать, в принципе, и обратиться и к невропатологу. Ну, в принципе, если это ребенок до года или до 2 лет, пожалуйста, витамин D подавайте, плюс кальций. И закаливать надо ребенка, и одевать надо соответственно. Если он потеет, значит, у него повышенное теплообразование тоже есть, да? Таких детей не надо укутывать. Вот. Просто у меня были пациенты, у которых ребенок потел часто, просто мы посоветовали одевать полегче, и как бы ребенок меньше всего страдал. Поэтому я думаю, что это не так страшно. Пожалуйста, можете витамин D дать, витамин С дать, то есть укрепить иммунитет, позакаливать ребенка. Если это все не проходит, все-таки обратиться к невропатологу тоже свои, да, лечения, но такие несложные лечения. У нас следующий вопрос. Ребенку 10 месяцев, когда я ему даю биолак или творожок, все лицо краснеет. Думали, что аллергия, но через минут 30 все проходит. Продолжать ли давать или все-таки это аллергия?
Не стоит продолжать эти продукты давать, и биолакт или кефир это не самый такой, как казалось бы, да, не самый такой полезный и прям нужный продукт, да, это кисломолочный продукт, и в биолакте очень много белка. Поэтому если после того, как вы биолакт дали и ребенок краснеет, то уберите эти продукты, которые вызывают такие проявления кожи, и можно на год, на 2 года и потом еще раз попробовать. Но в данный момент лучше эти продукты не использовать, не давать ребенку. Голодным он у вас не останется точно. Тут пишут еще, Нам нам тут прописали пишут еще, витамин нам прописали карниз, витамин но в инструкции карниз, написано с но в 1 года, инструкции а написано с нам 1 5 года, месяцев, а нам по 5 2,5 месяцев, миллиграмм. по 2,5 миллиграмма. Дело в том, что вот эти витамины, их сейчас настолько множество. И я, например, не люблю давать поливитамины. Понимаете, как они будут работать? Вызовут ли аллергию? Действительно ли там столько микроэлементов, они всосутся или не всосутся? Совершенно неясно. Если в инструкции написано то, что надо с года, давайте давать ребенку все-таки по инструкции. Когда не по инструкции, мы говорим off-label, это применяется только в крайних случаях, когда это касается жизни человека. Поэтому все препараты должны работать четко по инструкции. И поэтому не стоит ребенку давать это, в данный момент этот витамин. Лучше дайте витамин D, витамин С, да, монотерапия по отдельности, которая не вызывает аллергию. И прекрасно это все будет работать. Еще спрашивали про про пеленочный дерматит. Вопрос. Мы уже поговорили, что пеленочный дерматит это и есть Высыпание, опрелости, и что прекрасно помогает крем Пантодерм, да, прекрасно. Вот, и, во-первых, и снимает все воспаление и защищает от этого пеленочного дерматита. Пожалуйста, можете его использовать. Как облегчить кашель детям до года? Во-первых, кашель – это тоже защитный рефлекс сам по себе, если так простым языком говорить, да. И не всегда его нужно убирать. Кашель сам по себе – это симптом какого-то заболевания, да. Это может быть, кашель может быть связан и с инфекцией верхних дыхательных путей, и нижних дыхательных путей. И когда у ребенка кашель, конечно, необходимо обратиться к педиатру и выяснить причину кашля, да, нужно ли вообще его убирать. Поэтому до года самостоятельно мы не рекомендуем назначать какие-либо препараты от кашля без назначения или до того, как посмотрит педиатр и не выяснит причину кашля. А более старшим деткам, да, вот после 2 лет, после 3 лет, в зависимости кашель сухой или не сухой, мы, конечно, постарше детям, когда родители хотят самостоятельно применять, мы, конечно, советуем выбирать именно лекарства, чтобы облегчить кашель, именно такие безопасные, да, на основе там трав, да, вот, например, на основе плюща, да, травяной препарат, который в Европе все пьют, это гелисал, абсолютно. Даже сейчас детям рекомендуется выбирать препараты растительного происхождения, чтобы не было каких-либо побочных эффектов, да. Поэтому гелисал можно спокойно назначать, как бы не боясь, что какие-то побочные эффекты будут, да. Ну и более старшим детям, если кашель очень такой влажный, если мокроты много, только в том случае мы назначаем препараты амброксола, да, это препарат амбра, да, он в жидком виде есть. Только тогда можно давать препарат вот этот амбра в зависимости от возраста, да. Но, опять-таки, если кашель сухой, амбра нельзя давать. Иногда приходят детки, говорят, вот сухой кашель, мы дали, кашель еще усилился.
Вот этот препарат Амбра, он наоборот разжижает мокроту и наоборот помогает вывести эту мокроту наружу, да, что мы и хотим сделать. Поэтому тоже желательно, если вы выбираете достаточно безопасный препарат, но при любом случае, конечно, ребенка нужно показать педиатру. Тут еще вопрос, Тут еще про вопрос витамин D про и витамин витамин D С. и витамин Нужно С. их давать по Нужно их назначению давать врача, по или назначению можно врача, или мамочкам можно самим по мамочкам одной капле самим давать по каждый одной день? капле давать каждый день? Ой, абсолютно это препараты, во-первых, как по D3 вы можете до года, до 2 лет абсолютно сами давать по одной капле. То есть ничего страшного в этом нет, потому что это неизбежно, у детей признаки рахита будут. Да? Цивикап – это витамин С, он находится в лимоне, господи, во всех продуктах, но, к сожалению, на эти фрукты могут быть и аллергии, и надо сколько надо съесть этого фрукта, чтобы получить необходимую дозу витамина С. А в цивикапе, господи, мы уже сколько раз его даем, никакой аллергии не было. И можно самостоятельно купить это лекарство, он в жидком виде, растворить в стакане воды и в течение дня отпоить ребенка и взрослым тоже. Особенно вот сейчас, когда сейчас, кроме коронавирусной инфекции, в общем-то, все забыли об остальных вирусных инфекциях, которые тоже сейчас циркулируют, кстати. И чтобы повысить иммунитет и немножко и укрепить надпочечники, цивикап сейчас на сегодняшний день очень даже актуален. Не бойтесь его пить, и без назначения врача можно выпить. Тут у нас еще один Тут вопрос. у нас еще один вопрос. Девочке 5 дней всего, 5 дней всего. и сделали ей антицеллюлит внутримышечно, и у нее на на ягодице твердая твердая шишечка в виде размером с горошек. размером с горошек. Что можно сделать? Что можно сделать? Ну, дело в том, что я не знаю, кто сделал ампицилин внутримышечно маленькому ребенку. Даже я не знаю, потому что сейчас мы это все делаем через вазокан. Есть, тем более, 5-дневный ребенок, я не буду говорить, может, надо было сделать. Но если там в виде горошка, обязательно надо посмотреть, нет ли покраснения, нет ли уплотнения ткани. Если там нет ли повышения температуры местно, чтобы это не было. Если этого всего нет, то тогда, пожалуйста, йодную сетку сделать, и этого будет достаточно. Пожалуйста, просмотрите, чтобы место там не было горячести, потрогайте, покраснее. Если эти признаки, которые я перечислила, есть, обязательно надо консультации хирурга. Но если этого нет, если просто горошек, то, пожалуйста, йодную сетку. Когда вы сделаете йодную сетку, сразу не закрывайте, потому что вы можете обжечь кожу. Сделали йодную сетку и подождите, чтобы йод испарился, и только потом одевайте подгузники или пеленкой прикрывайте. Вот И еще проследите за этим местом. моего сына, когда отвечала от приучила к биокефиру, когда ему было год и 9. Теперь ему 2,7. Он пьет вместо воды только биокефир. До 1,5 литра в день. Как можно отучить? Не вредно ли? Ну вот посмотрите, да, вот он пьет биокефир. Вы посмотрите, как он себя чувствует. Если ему совершенно хорошо, самочувствие у него прекрасное, да ради бога, пусть этот биокефир пьет. Тем более, если это магазинный биокефир, я не думаю, что он очень жирный или прям насыщенный. Если ему это нравится, но если вы чувствуете, что у него со стулом какие-то проблемы, или он стал какой-то вялый или кислый после всего этого, кислый я имею в виду настроение, тогда, конечно, вы можете уменьшить. А если он себя нормально чувствует, ради бога, пусть он пьет этот кефир. Ничего страшного я в этом не вижу. Кроме кефира, я думаю, он от этой же мамочки вопрос, у ребенка запор, и он не может самостоятельно опорожняться. Как помочь ребенку? Вот если этот ребенок, у которого биокефир пьет очень много запоры, то, конечно, биокефир надо немножко уменьшить, да? И теперь,
Ведь запоры, мы опять-таки же говорим, почему запоры? Выясняйте, что это зависит от возраста тоже. Выясняйте, что ребенок ест, почему у него запоры, да? Если ребенок у вас сегодня не сходил по большому, он себя прекрасно чувствует, но не трогайте его, да, то есть он всосал всю пищу, у него не накопилось еще вот того, что должно выйти из него. Но если это его беспокоит, конечно, дайте продукты богатые клетчаткой, да, то есть если ребенок это постарше, пожалуйста, морковные соки, морковку, густую пищу давайте. Опять-таки не только жидкую, да. Многие мамы даже когда пюре делают, оно лишь бы пожиже, или кашу делают пожиже. А на самом деле рекомендуется давать побольше густой пищи. То есть каши делать такие густые, чтобы ложечка прям медленно тонула, да. Мы раньше тоже любили все жидкое, чтобы побыстрее проглотил ребенок эту еду. На самом деле погуще густую пищу побольше дать, клетчатку побольше дать. И, пожалуйста, стул у вас нормализуется. И тем более вот эти салатики, которые вы делаете через терку, можно заправить растительным маслом. Не обязательно там дорогими какими-то маслами, можно нашим подсолнечным маслом заправить. И прекрасно это работает от запора. Тут еще вопрос. Ребенку 10 месяцев случайно заметила налет в ротовой полости, похож на астоматит. Что можно сделать? Ну, случайно заметила, вот, понимаете, если она случайно заметила, там, наверное, и нет стоматита. Белый налет, он может оставаться и после еды. Белый налет надо понаблюдать, да, беспокоит ли он ребенка. Если у ребенка стоматит, он, конечно, будет очень капризным, это достаточно болезненное проявление, и он не сможет и кушать. Если он нормально ест, пьет, и это его не беспокоит, не стоит за этим налетом, прям из-за этого налета беспокоиться. Если вы увидите какие-то язвочки там, и ребенка это сильно беспокоит, тогда необходимо обратиться или к педиатру, или к детскому стоматологу. Нужно ли готовить ребенка к получению прививки? Вопрос. Ну, как готовить? Самое главное, чтобы ребенок был здоровый, чтобы не было вирусной инфекции, понимаете? Пожалуйста, витамин D, АКВД3 и витамин С, пожалуйста, давайте перед тем и самое главное, чтобы не было простуды, поменьше контактов, и все, и нет никаких противопоказаний для прививки. Особой подготовки прям нет. Особую подготовку требуют именно дети, у которых с нервной системой есть, они на учете стоят у невропатолога, или есть какие-то фибрильные судороги. Но это обязательно после консультации невропатолога или педиатра. А так особой подготовки — это здоровый ребенок, здоровый малыш. И все. С чего начинать лучше всего первый прикорм? Ну вот мы раньше, когда говорили после 6 месяцев, что прикорм начинайте по чайной ложечке с того, с всего, да. Сейчас прям прикорм прям советуют сразу начинать со всего, да, то есть, но желательно, конечно, начинать понемножку. Все-таки мы приверженцы старых традиций. Любая новая пища, она должна вводиться понемножку. Поэтому начинайте вводить с каши, которые вот гречневые каши, рисовые, желательно манную кашу не применять. Начинайте с этих каш, потом начинайте с фруктовых пюре, да, вот, с фруктовых пюре, это и морковные, да, можно и картофельные, вот отварить вот такие пюре. И потихонечку все это вводится, и уже после 6 месяцев вы можете потихонечку приучать и к бульонам, по чайной ложке, по 2 к мясным бульонам. И потихонечку уже вводить и мясо, да, понемножку приучать к мясу. То есть это фрикадельки, котлетки на пару.
И все это начинает, конечно, не с тех порций по 250, как некоторые начинают кормить, написано по 250 миллилитров дайте кашу, ребенок уже там задыхается. Ну, съел ребенок сколько, пусть он столько и съест. Вот. И начинайте этот прикорм именно с каш. А потом потихонечку добавляйте фруктовые, овощные пюре, и мясные бульоны, и мясо добавляйте. И вот хотелось бы напомнить, да, что у нас сейчас в эфире, да, у слушателей идет конкурс за лучший стих про Боботик. Мы говорили, да, что Боботик – это пеногаситель именно при газообразовании, кишечной колике у детей. И победитель, конечно, это бесплатная консультация у педиатра, да. Может быть, это консультация и онлайн-консультация при нашей эпидемии. Вот. И такой конкурс, не забывайте, что он у нас как бы идет с начала эфира. Мы... Или уже все? Уже время, да? Сейчас. Да. У нас, по-моему, может быть, нам методом тыка сделать, или... Я даже не знаю, кому присвоить. А есть, да, такие стихотворения? Ну, стихотворение под постом. На странице Денсоу. Выберите двух активных участниц, которые задавали Давайте вопросы. Вот у нас очень много задавала вопросов, вирусная инфекция была, вирусная ангина. Пусть будет она, потому что я ее вопросы заметила, что она много писала активно. И вот Назгуль Джумаева. Это она и есть, оказывается, вирусная инфекция. Так. Давайте, вы же не видите, да, вопрос? Вот как нет, вот я сейчас пока не вижу, вот. Давайте я методом тыка тут выберу. Хорошо. Акджолова А. Пусть у него будет второе место. Акджолова А, да? Да, 3А в конце. Вот Назгуль Джумаева и Акджолова А, вот имя. Надеемся, что... Да, свяжитесь с нами. Пусть они свяжутся. Им, оказывается, есть такие небольшие презентики, платки приготовили для них. Мы им желаем тоже здоровья их деткам, чтобы все у них было хорошо в жизни. Спасибо вам большое за их свои телефоны, чтобы мы могли обратную связь иметь. Пусть они в чат напишут свои телефоны, и им позвонят, и они получат свои подарочки. Спасибо большое. Вот стихи поступили, да, какие-нибудь стихи про Бабот? Стихи не видим, Ну, хорошо, пусть стихи, они останутся в эфире. Мы сами выберем победителя и обязательно свяжемся с ними по Инстаграм. Что-то со связью. Ну, мы благодарим всех, уже связь заканчивается, время наше заканчивается. Всем до свидания, да? Спасибо за участие. Спасибо вам. Так прекрасно вы с нами сегодня провели наш эфир. Очень приятно было с вами тоже поработать. Взаимно. Да. И всем спасибо большое. Всем крепкого здоровья. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. До свидания. Пока.